В треке про науку августовского совещания работников образования Республики Саха-Якутия сегодня, 24 августа 2023 года, прошел круглый стол «Итоги национального проекта «Наука и университеты» за 2022 год». Напомним читателям, национальный проект «Наука и университеты» направлен на воспитание и поддержку нового поколения ученых, способных совершать крупные открытия. Он включает 4 федеральные проекта. Об этом в нашем видеосюжете новостей Академии наук Якутии. Наука относится к той сфере нашей жизнедеятельности, которая отражена в реализации национальных проектов. Как известно, есть национальный проект «Наука и университеты». И поэтому очень важно, что сейчас в августовские дни, когда вся страна проводит совещания, предшествующие новому учебному году, ученые тоже встречаются, потому что возможностей для развития науки в стране появилось очень много, и наша республика очень активно в этом процессе участвует. Здесь не только заслуга, конечно, Академии наук Республики Саха-Якутия, нашего отраслевого министерства, департамента науки, но и всех ученых, исследователей, инженеров, аспирантов, сотрудников вузов, научных институтов, которые работают. Достаточно много задач в рамках национального проекта «Наука и университеты» стоит перед наукой, перед академическим сообществом, перед каждым отдельным исследователем в разном его статусе и должности, той части, которая связана с работой с подрастающим поколением, с детьми разного возраста, со студентами разных уровней образования. Вот для того, чтобы такой ликбез мы с вами могли дальше нести в массы, встречаясь с населением, встречаясь с различными уровнями образования, встречаясь с детьми, которые чаще знают больше, чем мы, и это, оказывается, выявилось, мы должны с вами сегодня подвести некоторые промежуточные итоги. Как известно, в нацпроекте «Наука и университеты» 4 федеральных проекта, и практически во всех из них республика активно участвует. Это и НОЦ, это и молодежные лаборатории, это и ведущие ученые, это и борьба, как мы говорим, здоровая конкуренция с другими регионами за создание межвузовского кампуса, ну и также недавно инициированный главой республики Александром Сергеевичем Николаевым проект «1000 лидеров науки и технологий Республики Саха-Якутия». Сегодня услышим все это во время нашего круглого стола. Сказать несколько слов о реализации национального проекта «Наука и университеты Республики Саха-Якутия» на примере научно-образовательного центра «Север», где мы все работаем уже который год. Вчера я участвовала на круглом столе, посвященном совершенствованию формирования государственных заданий, и представила информацию, которая несет вклад в вообще формирование совершенствования системы управления наукой. Участники технопрома все выразили согласие о том, что необходимо научным сообществом разработать прогноз научно-технологического развития Российской Федерации с учетом той работы, которая проводится в субъектах страны. Я хотел в первую очередь пообщаться, что в плане развития инноваций, что в плане образования и связи науки с нашими университетами и вообще со студенческой общественностью. Это вопрос принципиальный, вопрос серьезный, и он очень должен для рассмотрения нашей с вами республики, поскольку это возможная мощнейшая база для подготовки кадров для Севера, как раз в нашем университете. К этому надо стремиться. Есть проблема. Это 4 федеральных проекта, в которых, чтобы получить возможности, чтобы получить кооперацию, с кем это возможно. Федеральный проект первый, связанный с развитием человеческого капитала. Здесь лаборатории, здесь научные проекты, здесь академическая мобильность. Мы считаем, что ее недостаточно, потому что все-таки страна очень большая, много центров. Второй федеральный проект – это части научно-технологических проектов. Здесь многие задачи, которые были поставлены в рамках нацпроекта «Наука и университеты», они носят адресный характер, связанный с созданием или поддержкой чаще всего международных математических центров, например, мирового уровня. Это биоресурсные центры, поддержка экспедиций и то, что касается мегасайенса. В целом можно сказать, что сейчас вообще идет десятилетие науки и технологий в Российской Федерации.
И, конечно, Северо-Восточный федеральный университет, он активно участвует в этой повестке. Можно сказать, что за последние эти 2 года мы достигли значительных успехов. Мы участвуем в программе академического лидерства «Приоритет 2030». У нас есть мегагранты, у нас выиграли в конкурсном отборе молодежной лаборатории. Можно сказать, что сегодня у нас есть 5 молодежных лабораторий. В стенах университета работает специализированный учебный и научный центр. Ну и в целом мы делаем очень много в последнее время, особенно вот за эти, наверное, 2 года. Мы очень сильно активизировались в продвижении популяризации науки. И каждый год наши молодые ученые участвуют в Конгрессе молодых ученых, ну и во многих конкурсах. Поэтому можно сказать, что для университета эти последние 2 года они являются прорывными. Наш Якутский научный центр комплексных медицинских проблем активно принимает участие в национальном проекте «Наука и университеты». И мы также активно участвуем в реализации общественного заказа от правительства Республики Саха-Якутия. Также мы являемся соисполнителями НОЦ «Север», территории устойчивого развития. И в рамках НОЦ мы разработали полезную модель и сейчас работаем над реализацией данного проекта, чтобы уже запустить в практическое здравоохранение по всей России. И также мы принимали участие в встречах с представителями реального сектора экономики и ждем, конечно, именно практического внедрения наших научных изысканий. Недавно, 28 июля 2023 года состоялась встреча главы республики Айсена Сергеевича Николаева с научным сообществом. Только с научным сообществом, было без студентов, без образовательной части. Тем не менее, мы знаем, что там во время самой встречи, по итогам встречи, глава республики озвучил в том числе инициативу, касающуюся прежде всего молодых ученых-специалистов, в части грантовой поддержки, в части взаимодействия с ними. Мы послушали очень важные материалы, информацию по молодежным лабораториям, и мы услышали инициативу, которую глава поддержал. Здравствуйте, меня зовут Спиридонов Денис Алексеевич, я являюсь старшим научным сотрудником международной научной лаборатории, которая была создана в рамках программы НОЦ, нацпроекта «Наука и университеты». Мы занимаемся исследованиями в области математического моделирования, в конкретном моделировании процессов колеидозоны, происходящих в нашей республике. Также мы проводим работу по привлечению студентов и молодых исследователей к науке. У нас за прошлый год защитилось 3 кандидатов наук. Наш коллектив является обладателем 3 крупных грантов Российского научного фонда. Стрейк Ярослав Михайлович, директор Якутского института водного транспорта. Якутский институт водного транспорта – ведущее образовательное учреждение в Республике Саха-Якутия, подготавливающее кадры для отрасли водного транспорта. В этом году запущено 2 уникальных, на наш взгляд, проекта «Речники Якутии» и «Энергетики Якутии», в рамках которых заключены целевые договоры с ведущими предприятиями республики для подготовки точечных кадров, профессионалов для работы на благо нашей республики. За что мы боремся, какие есть приоритеты у академического сообщества, у вузов республики, у самой республики Саха-Якутия. И также мы посмотрим второй обобщающий слайд. Это касается мероприятий десятилетия науки и технологий Российской Федерации.